Господин Маас, расследование убийства Зелимхана Хангашвили сдвинулось с мертвой точки. Вот Германия объявила о высылке 2 российских дипломатов. Как вам кажется, это правильный шаг? Вы тут в нашем разговоре сейчас сказали, что работали, чтобы это случилось. Что конкретно вы делали? Ну, это я думал, я на этот шаг долго уже ждал, потому что у нас это было с первого дня никакого сомнения, что за этим убийством стояли, конечно, русские спецслужбы. Это же не первое убийство, это же ряд таких случаев. Первый был, это, по-моему, в 2004 году, как это 2 сотрудника посольства срывали это интеримс-президента Чеченской Республики Яндарбиева, и их поймали и посадили, потом передали России, ну, его срывали в машине. Ну, и потом много таких событий, ну, был Умар Исраилов во Вену в 2009 году, то это же был убит, Анна Политковская в Москве. И есть много таких случаев. Потом Литвиненко, тоже в 2006 году. И там надо знать, что до этого убийства Литвиненко принимала Русская Дума закон о том, что Россия имеет право бороться со своими врагами за рубежом. И когда они этот закон принимали, это Александр Литвиненко, я тогда был в Лондоне случайно, к нам пришел 3 раза и сказал, это против нас, они хотят нас убивать, мы должны об этом что-нибудь против этого делать. А он стал первым жертвой. Да? Это было в 2006 году. Потом в 2009 году Умар Исраилов во Вену. Это все с помощью русского посольства, и не так, что можно сказать, это Кадыров сделал по себе. Это я не верю, что Рамзан Кадыров за рубежом что-то делает, это и ФСБ об этом не знает. То есть, подождите, организаторы скорее не в Грозном, а в Москве, вы считаете? Они вместе работают. Я думаю, что они связаны, потому что меня удивляет одно. Зелимхана Хангашвили убили в день рождения Ахмеда Кадырова. День рождения отца Рамзана Кадырова, который в Чечне, там большой праздник был, там много кричали об этом. И это не случайно. Мы же помним, когда убили Анна Политковская в день рождения Путина, когда убили Масхадова, это был в День женщин, 8 марта. Это такой циничный вид, это ФСБ всегда выбрать такие особенные дни. Когда была депортация чеченцев в 1944 году, это тоже был особенный день. Это был в день советской армии, 23 февраля. Был ли Зелимхан Хангашвили личным врагом Рамзана Кадырова? Нет, не думаю. Он родился и выжил там в Панкисе, как грузинский чеченец. То есть личной вражды между Кадыровым и... Ну, знаете, я еще могу сказать. Он, конечно, был чеченцем, грузинским чеченцем, Зелимхан Хангашвили, и когда он уже был молодым мужчиной, он читал, что он должен помочь своим землякам, в Чечне, у него там были тоже родственники, и он, как доброволец, пошел потом в Чечню, когда начинала вторая чеченская кампания, и поддерживал там сопротивление под Асланом Масхадовым. И там он совершил очень большое дело. Он там героем стал, он спасал там группа боевиков, которые уже была в ловушке там русских, и он их спас, и за это дал Аслан Масхадов ему маленькую команду. Я точно не знаю, 60 человек, так он стал тоже командиром. Русские убили всех бывших командиров чеченской армии. После того, их там в Турции 4 человека убили, там других убили, там почти всех убили, и сейчас тоже этого Зелимхан Хангашвили убили. Да. Ну, не за то, он потом тоже в 2008 году поднимал 200 добровольцев из Панкиси, чтобы поддерживать грузинскую армию, когда был там русско-грузинский конфликт. Это тоже русские не будут простить. Но причина убийства все-таки скорее то, что в России называется Второй Чеченской. Вот эти события. Он был для русских враг.
и он тоже в Грузии работает против русских, сотрудничает там с грузинскими государственными структурами, и они уже знали, это наш враг, его надо убрать. Скажите, как выглядела жизнь Зелимхана Хангашвили в Берлине? Вот те годы, как он мне обратился ко мне в январе 2017 года, да. и рассказывал свою историю. Он был очень чересчур симпатичный мужчина, не? И для меня, как можно сказать, даже ближе, чем это чеченцы, потому что он еще был грузином, говорил на грузинском языке, а я же уже 40 лет еду в Грузию, это моя вторая родина, можно так сказать. И мы тесно дружили. Я сразу ему писал рекомендательное письмо нашему Бундесамту Федеральной службы миграции и просил этого человека особенно защищать. Я им там писал, что ему особенно грозит опасность, его надо особенно защищать. На него уже было покушение сделано в Грузии, и это может повториться в Германии. Несмотря на то, что я это писал, мы оба, он и я, были чересчур наивными. Мы не смогли себе представить, что Россия совершает такой теракт в середине Германии, в Берлине. В светлый день это мы не смогли себе представить. И он тоже не защищался, он же мог немножко это рассчитывать, но, например, не один это идти по городу, особенно не на тех дорогах, где он регулярно ходил, как и в мечети, это каждую пятницу, там надо было чуть себе беречь. Он был очень наивным, очень милым человеком, и который только заботится о своей семье, о своих детей, не? И о себе он слишком мало думал. Что сейчас происходит, какие настроения в чеченской диаспоре сейчас в Берлине? Я знаю, что были акции, выходили к российскому посольству. Я тебе могу сказать, это теракт был большой сигнал всем чеченским беженцам. Вы нигде не надежны, мы вас найдем. Если мы хотим вас убивать, мы вас убиваем. Вы можете скрыться где угодно, мы вас найдем. У нас есть возможности. Это сигнал беженцам, и это тоже имеет реакцию. Беженцы сейчас, многие уже не хотят это себе показаться вот на митингах или публично. Они скрываются, у них есть родственники в Чечне. Сейчас это в Чечне уже больше, чем раньше. Рамзан Кадыров хочет разбираться с теми, которым он считает своими не только противниками, только за те, которые его не поддерживают. Это враги. И чем более он убивает сыновей своих противников, других семей там в Чечне, и чем более он им зажигает дома, растет это число потенциальных кровных мстителей. Там же есть еще кровные мести. Если он убивает сыновей одной семьи, они должны его мстить. И поэтому он постоянно хочет уменьшить вот это число. Там есть массовые аресты там, в целой деревне, где он знает, это чужой клан, они меня не любят. И потом он на них нападает и увезет их в какой-то лагерь, мучит их и говорит, вы должны или со мной сотрудничать, подчиниться, идти в мою армию и так дальше. А это бедные молодые мужчины, они не хотят стать виновниками своим народу. Но я сказать, эта власть когда-нибудь не будет, а потом будет нас спросить, почему ты там участвовал, убивать наших сыновей, мучить их, питать их и так дальше. И поэтому сейчас он хочет уменьшиться, вот это число этих людей. То есть в Берлине сейчас живут чеченцы, которые являются врагами Кадырова, врагами российских спецслужб. Они находятся в опасности. То есть, как я тебе скажу, вот это есть же разные группы вот этих чеченских беженцев. Есть и так называемые от меня советские беженцы, которые не хотят заниматься там политикой, они хотели просто защищать, они хотят спокойно жить, они интегрировались, это люди или на университетах, или на Ausbildung, или в школах, и у них есть свои квартиры, свои машины, и они занимаются своей жизнью, и там есть много свадьб, много традиций, что там есть 2 культурные центра здесь, за этих беженцев. Это те, которые,
не хочет, чтобы показать это публично, потому что они тоже едут каждый год в свою родину, чтобы увидеться с своими родственниками. Потому что азил – это очень жестокое дело, это как Берлинская стена. Нельзя тебе больше увидеться со своими родственниками на родине. Это очень трудно для чеченцев, где очень тесные семейные отношения. Вторая маленькая группа – это чеченцы, которые считаются к этому фиктивному государству Чеченская республика Ичкерия, которые это связано имеют там с этим Ахмедом Сакаем в Лондоне. И они придут на митингах, они публично выступают, и они находятся в опасности. Ну, например, вот это, по-моему, в 11 или в 13, нет, в 2013 году это был убит, это Унлю, вот это турецкий почетный консул Чеченской республики Ичкерия, там его убили. Я тоже являюсь почетным консулом Чеченской республики Ичкерия, я тоже член этого фиктивного государства, и я тоже нахожусь в этой опасности. А это люди стопроцентные. И особенно уже угрожали одну женщину, это Рубати Мицаева, которая и тоже как женщина много это выступает, говорит и занимается политическими деятельностями. И это есть люди, которые действительно здесь находятся в опасности. Да.